Круглый стол о БИГИ и Россотрудничество затронул одну из самых актуальных тем современности – как сохранить ценностные приоритеты в системе духовно-нравственного воспитания личности. Как отметил директор АБИГИ Арда Ашуба, выстроить круглый стол было решено в формате диалога, чтобы каждый присутствующий мог выразить свое мнение по данной теме. Исполняющая обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Татьяна Степанова отметила, что работа с молодежью важна, особенно в духовно-нравственном воспитании. Первому слово было предоставлено руководителю Центра стратегических исследований Олегу Домения. Сфера, которую вы поставили в качестве повестки дня, она является фундаментальной, человекообразующей. Человек есть духовное существо. Это его отличительная от других живых существ черта. Если у человека отнять эту духовность, то, естественно, он становится просто обычным животным существом, который может наносить не только ущерб себе, но и всему остальному окружающему миру. К сожалению, наблюдается и такой процесс, поскольку я представляю на самом деле старшее поколение, по крайней мере в этом зале присутствующих, и я вижу, как прерывается преемственная связь поколений. А это чрезвычайно тоже опасно, когда мир деформируется, именно тогда и происходит разрыв поколений. Глава Церковного совета Абхазской православной церкви иерей Виссарион Аплия отметил, общество, которое живет по принципу нравственных норм, это общество, приносящее пользу самому себе. Что такое нравственность? Нравственное богословие существует, то, что нравится Богу. Вот слышал его хозаран сигам пхов, а уприхазу. Вот то, что не нравится Богу, то мы и делаем, потому что мы прилепились к этому человеческому, отпадая от божественного. Поэтому это очень опасно. Опасно мы становимся без образа, а без образа это безобразие. Поэтому, дорогие мои, раскрывают вот в этих этнических понятиях, значит, мы имеем, слава Богу, такие традиции, которые в мире от Рождества Христа, которые ассоциируются с христолюбивыми абазгами. Значит, нравственность, вот та этническая, которая существовала у абхазов, она оказалась очень близким с евангельской правдой. Это священное писание. Поэтому вот это нравы, вот эти этнические понятия, они очень необходимы. Настоятель Каманского монастыря игумен Игнатий Киут отметил, что преемственность традиций – основа сохранения приоритетов в системе духовно-нравственного воспитания личности. У нас много замечательных традиций в Абхазии. И наши дедушки, бабушки относительно недавно, вот можно сказать, 50 лет, 60 лет, 30 лет, как мы с вами воспитывались. И мы помним нашу деревню абхазскую, которая воспитывала личность человека в чистоте, в люботе, в вере, в красоте духовной. Но, к сожалению, вот как сказал Олег Несторович, трансформируется, идет деградация, бесспорно идет деградация. Но чтобы не было деградации, чтобы был прогресс духовный у нашей молодежи, мы должны, конечно, много работать. И самое главное в преемственности и в исторической науке, самое главное – это любовь к родине, любовь к отчизне. Член Общественной палаты Абхазии Сократ Джинджоли отметил, Абхазия – участник современных глобальных процессов, и сохранить ценностные приоритеты в системе духовно-нравственного воспитания личности непросто. У нас по-прежнему, как я говорил раньше, остается на вооружении абсура. Но вы знаете, трудно это как-то вместить во что-то в виде какого-то труда. Ведь абсур – это что такое? Это все, что пронизывает жизнь человека. От рождения и до смерти. Абсолютно все сферы жизни пронизывает.
Поэтому это особое, это уникальное такое явление, которое, так сказать, воспитывает, оно сопровождает человека всю его жизнь. Ну, государство среди приоритетов это должно самым главным приоритетом быть. Поэтому общеизвестно, что для этого государство что может создать? Оно может способствовать улучшению связи семьи, школы, детского сада, высшего учебного заведения. В общем, сделать все для того, чтобы создать на территории своего государства вот такое своеобразное, знаете, пространство, что ли, воспитания, единое такое пространство. Без этого разобщенные какие-то усилия, они не приведут. Директор Всемирного фестиваля молодежи Юлия Красцова подчеркнула, что при формировании приоритетов в работе организации был запрос от молодежи. Для этого на различных площадках проходили встречи с абхазской молодежью с целью узнать круг их интересов. Мы выступаем такой площадкой, на которой каждый студент, молодой человек, молодежь у нас в таком широком понимании от школьников до уже работающей семейной молодежи. И для каждого мы стараемся подбирать, организовывать мероприятия. У нас проходили совместно с Обществом знания мастер-классы по ораторскому мастерству. Очень откликнулось ребятам, спикер был очень интересный. Выступающие сошлись в том, что в частности существует необходимость выработать механизмы повышения значимости науки, образования и культуры в процессе воспитания личности. Анастасия Никонова, Владимир Капуза, Абаза ТВ.